В одной из своих передач рассказывала о деятельности крупных предпринимателей нашей страны, один из которых пообещал ровно через год запустить крупный проект в городе Новый Афон. Ну что, проект запущен, пошлите смотреть, с чего начинается Родина. Перед тем, как я начну вам показывать готовый комплекс под патриотичным названием «Родина», который воплотил в жизнь абхазский предприниматель Саид Званбай, хочу напомнить и показать вам архив, как было ровно год назад, когда предприниматель только приступал к реализации проекта. Масштабы проекта, конечно, впечатляют. То, что воплотится в жизнь уже в 2020 году, удивит не только гостей города, но и всех жителей республики. До запуска «Родины» в полном объеме остается всего лишь один летний сезон. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что подобного проекта в Абхазии еще не было. Конечно, сложно представить, что через год вместо всех этих зарослей и руин здесь будет современный туристический комплекс. Обещаем, что наша команда вернется сюда ровно через год, для того, чтобы убедиться, что невозможного в этой жизни нет, лишь бы было желание. В условиях, когда весь мир пошатнулся, экономика во всем мире рухнула, бизнес стал нестабилен, а тем более в туристической сфере, молодой абхазский предприниматель не опустил руки. Он продолжает строительство туристического бизнеса. Кто-то скажет, что вкладывать сегодня в бизнес, а тем более в туристический, будет только экстремал. Но если даже и так, то в условиях сегодняшней пандемии гости нашей страны выстраиваются в очередь, чтобы попасть именно на территорию комплекса «Родина» и отдохнуть пару недель. Ну, вообще, я работаю целый год, да, для того, чтобы отдохнуть хорошо. Ну и последние лет 10 я отдыхаю в основном за границей. А в связи со сложившейся обстановкой, ну, выбирала из того, что есть рядом. Вот, выбрала Новый Афон, просто ткнула пальцем. Мне понравилось название «Новый Афон». И знаете, не пожалела ни разу о том, что я сюда приехала, и я думаю, что я не последний раз сюда приезжаю, потому что очень все понравилось. Вот в одном месте сошлось все. Море, люди, природа, достопримечательности. Ну, просто вот восторг меня переполняет. Уже отдых мой заканчивается, и ну, мне даже жаль отсюда уезжать. Я маме сказала, говорю, если бы я хотела где-то провести остаток жизни, то только в Новом Афоне, в Абхазии. Новый инвестиционный проект Саида Званбая расположился в центре города Новый Афон. Гостиничный комплекс уровня 3 звезды со всей необходимой инфраструктурой и парковой зоной на 1,5 гектара, который принял гостей уже месяц назад. Реализация нового инвестпроекта, она вообще очень спонтанно получилась. То есть было предложение, были свободные деньги. Чтобы они работали, было принято решение вложить их в Абхазию совместно. Строительство длилось от 10 до 12 месяцев, это в общей сложности. Планировалось открыться еще в мае, но так вышло, что в связи с пандемией вышла большая задержка, и в связи с этим не открывались многие гостиничные комплексы, и вообще туристическая задержка вышла такая в Абхазии. В связи с этим мы открылись в августе, что повлекло за собой большой поток туристов, которые бесконечны по сей день. Очень многочисленные заезды, и еще продолжаются брони. Люди приезжают по факту, пытаются заселиться. Нет возможности принимать такое количество гостей, так как у нас всего находится в гостинице 116 номеров, из них 5 люксов, и, соответственно, 111 выходит у нас стандартов. Конечно, мы рады принять каждого гостя, но в связи с этим нет возможности, так как за пару месяцев невозможно выстроить рядом еще один комплекс. Поэтому по факту проживает в районе 250 человек на данный момент. Гостиница полностью загружена, и ждем следующих гостей по мере возможности. Это совместный инвестиционный проект абхазского предпринимателя, который уже успел реализовать ряд интересных проектов. Такого формата проекты, они проводятся, как правило, с участием иностранных инвесторов. В данном случае это наши друзья,
которые нам верят, нам доверяют и готовы были с нами участвовать в этом проекте. Слава Богу, все довольны. Процесс идет, работа идет. Продолжаем дальше развивать эту сферу. На территории гостиничного комплекса есть столовая. Гостям не нужно искать различные кафешки и места быстрого питания. У нас трехразовое питание входит в наш, получается, ну, допустим, стандарт по УРИ, да, трехразовое питание. Элементы шведского стола. Предоставляется 2 горячих и более, салаты, фруктовые нарезки, потом, значит, молочные продукты, ну вот на утро, допустим, блинчики, творог, соки, компоты домашние. Все это готовится на кухне нашими поварами с большой любовью, потому что у нас очень много хороших и положительных, мы слышим, отзывов. Точно так же на обед обязательно мясное ассорти. Это обязательно, в которое входит в рацион питания дневного. Также на вечер идут нарезки овощные, овощи. В общем, все, что по сезону можем внести, вносится все. И гости этим остаются довольны, точно так же, как и в выборе. Они могут предоставить себе помимо там, какого-то горячего, много разных салатов входит и все остальное, но очень довольны остаются. Кухня находится на территории, рядом с бассейном, поэтому очень удобно, человек может спокойно встать с бассейна. Также там есть открытая площадка, помимо того, что внутри можно сидеть в зале, вы еще можете взять спокойно там свои тарелки, да, и, допустим, выйти на свежий воздух. Это очень устраивает их, и они остаются в восторге. Изюминкой комплекса стал бассейн в виде рояля. Она осуществилась благодаря, скорее всего, всем и от нашего руководства, начиная, заканчивая нашими рабочими, которые постарались и воплотили эту идею в реальность. Получилось очень красиво, остались некоторые задумки, которые будут уже функционировать на следующий год. О них мы не будем рассказывать, они будут видны вам на следующий год, поэтому я думаю, вы еще обязательно посетите и увидите. В связи с этим гости реагируют положительно. Для них это одна из таких, на самом деле, изюминок. С большим удовольствием купаются и днем, и ночью, так как он 24 часа предназначен для купания. Все очень довольны и в связи с этим посещают его 24/7. Вы знаете, пожелание только одно, обустроить бытовые такие элементы, вот кухня, допустим. Готовят прекрасно, но места мало. От отеля вот самые лучшие эпитеты, потому что действительно на уровне 5-звездочного заграничного отеля, номера уютные, персонал отзывчивый. Мы прилетели из Красноярска, и, в общем-то, дорога заняла 10 часов у нас. Были вымотаны, были никакие. Когда мы сюда пришли, нас встретили с улыбкой, доброжелательно, помогли доставить вещи в номер. И мы зашли, я просто кричала: мама, ура, как классно, как тут здорово. Усталости как не бывало. Вообще все нравится. Вот в этом отеле мне все нравится. Все даже, простая еда, вот эта вот кухня, меня все устраивает, правда. Потому что здесь окружают такие люди, такая природа, здорово. Гостиничный комплекс уже на слуху, хотя открылся всего месяц назад. На сегодняшний день все гостиничные номера забронированы. Да, наслышанные люди передают друг другу, так как это ни для кого не секрет, сарафанное радио еще работает в наше время. И в связи с этим люди передают друг другу информацию о том, что открылся новый отель, укомплектованный от телевизоров, чайников, посудой и всем остальным. Поэтому ведет за собой последствия того, что люди пытаются приехать сами, по факту не бронируют, так как уже турфирмы, заранее, которые уже забронировали, они не попадают в эти списки, и они едут по факту, надеясь, что будет какой-то свободный номер, и мы сможем их принять. Очень многочисленных, суммы и туристов прямо за день может приехать 10 номеров по факту и попроситься просто заселиться, но нет такой возможности их принимать. Бытует мнение, что в Абхазию едет только бюджетный турист, но и здесь миф теперь развеян. Приезжают разных бюджетных средств,
И люди, ну, как сказать, природа, конечно, никого не ограничивает, она принимает всех, точно так же, как отели. Каждый берет, значит, смотрит, рассчитывает только на свои силы, но могу сказать, что по сегодняшний день, несмотря на то, что у нас очень много уже было заездов и выездов, большая часть населения, которая заехала, она составляет, я думаю, среднестатистическую картину. У нас, да, вот в люксах живут очень достойные люди, с большим уважением относятся к персоналу в первую очередь. Обычно говорят, ну, судят, да, по внешнему виду. У нас очень уважительно оставляют хорошие отзывы, с большим пониманием приходят, если, допустим, какие-то есть моменты, которые мы можем решить там, в течение часа, они без проблем принимают это как должное, несмотря на его статус. Я считаю, что это большой плюс, потому что люди приезжают и чувствуют себя как дома, при этом у них прекрасная природа. Мы всячески стараемся уделить внимание, рассказать максимально, кто как, насколько, да, возможно это, самые наши красоты предоставить. Ну вот как-то по возможности стараются очень с гостями. Поэтому я думаю, что большое количество людей и приезжает, и будет приезжать. И вот таким же образом они между собой это обсуждают. Отдыхаем мы уже последние дни. Да, отдыхаем. Ну, я вам скажу, что отпуск мне очень понравился, как мы сюда приехали, как нас встретили, какая пища в столовой, какие люди, вы знаете, меня до слез. Особенно посмотрю, вот этот дворник с 5 утра метет, убирает, Хана эта горничная. Вы знаете, я даже не могу выразить ту благодарность, насколько люди все вот это отношение не то, что ко мне там или как. Ну, хочу сказать, что вот такой доброты, где мы ездили, я не видела, честное слово. Настолько природа красивая, действенная, такая, выйдешь и дышать хочется. Вообще вы впервые в Абхазии? Впервые. Вот. В общем-то, я с Украины, с Сум, город Сум. А в Красноярск мы приехали уже давно. Вышла замуж, детей родила. В общем, вы знаете, жизнь прошла меня очень прекрасно. Вот. И когда приезжаешь где-то, и как тебя встречают, и какое настроение у человека, это много значит. Я всем довольна. Прямо и сама себе думаю, что таких людей ценить надо очень. Зайдешь в комнату, чистота, это Хана тоже, их всех я, конечно, не могу перечислить, но я всем довольна. И спасибо вам. Гости Абхазии, несмотря на то, что еще неизвестно, каким будет туристический сезон в следующем году, уже сегодня бронируют на следующее лето. У нас берут номера, просят визитки. Каждый уезжающий гость с собой просит записать ему адрес, по которому он сможет, или хотя бы контакт, номер телефона, по которому он сможет на следующий год забронировать. И такие уже есть. Они бронируют на следующий год в связи с тем, что, наверное, уже никого не пугает эта пандемия. Они готовы приехать на следующий год, заселиться и жить совершенно спокойно. Конечно, всегда можно говорить только о положительных вещах, но в туристической сфере и есть большой пробел. Связан он с персоналом, местное население не особо проявляет себя в работе и не проявляет желания работать. Провал, скорее всего, наверное, я думаю, что это дело времени, опять же. И в последующие годы, чтобы это поднялось, люди должны стать более ответственными. У нас к работе, к сожалению, относятся не очень ответственно, и это касается нашего народа, как бы это ни звучало. Но я думаю, что это все-таки люди должны работать над собой. На самом деле у нас приезжает очень много из-за границы, работают. И благодаря тому, что есть, мы можем принять на работу состав в районе 20-30 человек, допустим, в нашу гостиницу, принимаем, соответственно, наш народ немножко относится к этому как-то вот с такой, сказать, наверное, режимом спокойствия, я так думаю, как это назвать больше, потому что люди хотят зарабатывать, но работать не хотят. Это вот так звучит. Как получается совместить такие несовместимые вещи? Да, по сути, работа есть, но и деньги есть, за которые Да. нужно работать, это не маленькие деньги. Да, возможно, просто не каждый человек не готов брать на себя такую ответственность. Заработать, понятно, мы хотим, но не хотим работать. Я думаю, что это... А нет такого фактора, что местное население смущает быть официантом, быть горничной?
Это было всегда, это было и не первый год, и этот год не исключение. Конечно, это есть и остается этим фактом. Очень много молодежи, которая не задействована, она просто может, ну, как сказать, гулять, прогуливаться, но не работать. И это как бы поднимается, но опять же в кругу, допустим, работодателей мы не можем принуждать никого приглашать на работу. Приходят, день отработали, извините, нам, ну вот какие-то такие моменты, которые Можно сказать, потом что же... какие-то комплексы местные Да, скорее самостоятельно всего, это внутреннее, это работают. каждый человек, да, должен бороться с самим собой. Если ему нужна работа, то он обязательно пойдет и будет работать, независимо, там, рабочий день с 6 до 7 или там с 6 до 12. Впереди еще много работы, много планов, которые еще предстоит реализовать. Я думаю, что, скорее всего, даже по стечению многих лет всегда у каждого остается вопрос к самому себе. Где-то улучшить, где-то что-то сделали в попыхах, но я думаю, что это дело времени. Какие-то маленькие формальности, которые не закончены, их обязательно доработают и обязательно делают, но гости, во всяком случае, остаются довольными, уезжают с большими благодарностями, записывают в книгу, также оставляют комментарии и все остальное. Конечно, есть, мы еще прислушиваемся, когда они просят что-то добавить, внести какие-то корректировки, но это, считаем, маленькие, какие-то незначимые, которые учтутся на следующий год обязательно каждым гостем. На территории комплекса «Родина» есть еще одно недостроенное здание. Как раз вы его сейчас видите. Надеемся, что в следующий раз, когда мы приедем освещать какое-нибудь мероприятие в городе Новый Афон, мы сможем показать и новое отстроенное здание, сроки которого пока мы, правда, еще не знаем. С вами была Рената Шакая.